Так, друзья, несмотря на мороз, все-таки решили проверить те палки, которые я проверил перед Новым годом, 30 декабря. Потому что посмотрели прогноз. Завтра хоть и чуть теплее, но поднимается ветер. Пока ветра нету, надо пользоваться. Да и если что-то попало, оно испортится. Так что мы на месте, и проверка продолжается. Эти палки я в прошлый раз отдолбил, засыпал. Замерзли поменьше, конечно же, но с краев тоже немножко затянуло. Посмотрим сейчас, какие у нас изменения. В прошлый раз мы здесь практически ничегошеньки не поймали. Что-то 2 язя у нас осталось. Ну, 10 дней не проверяли, это неудивительно. И 1 налимчик. Хорошо, хоть сдохших не было. Нет, мальки у нас там, получается. Ладно, этих возьмем, что есть. Что, бутылку отцеплю, да, без мальков? Что она будет пустая болтаться? Так, отцепили. Ну, не, пусто. Пусто, но этих нету. Кто-то был. Кто-то был. Все крючки пустые. Видать, язики похулиганили и убежали. Язики или хорюза, не знаю кто. Но кто-то был. Однозначно. Однозначно кто-то был. Все 3 крючка пустые. Значит, рыба в этой луже еще есть. Значит, мы ее еще половим. Так. Живцов мало, вот это да. И ловушки подняли. Придется, если будет рыба ловиться, если придется по новой ставить ловушки, ловить живца на лесной речке там. Все по новой. Или где-то искать ершовые места. Ну, на ерша язя хариуса не поймаешь. Так что придется по новой туда ехать и начинать все заново. Не заготовили в этом году живца. Что-то не получилось. А эта поездка в Сыктывкар все испортила бы. Поехали, думали, ладно, дней 5 потеряю с дорогой вместе. К дочке в гости съезжу. А получилось так, что 10 дней не проверяли, еще и заболели до кучи. Так, это у нас 2-я палка. Это у нас 1-я. В начале зимы они довольно-таки неплохо отработали. 1-я проверка была, на каждой 3 палках были налимы. Сейчас посмотрим. В принципе, рыба никуда не делась, она здесь есть. Только пока, видать, не хочет есть. Да, здесь тоже пока пусто. Даже живец вот живой. Налима здесь не было. 2-й живой. И только 3-го съели. 2 живца живых. 1-го украли кто-то. Или окунь, или язь. А 2 даже не подходили. Вот это уже плохо, когда живые живцы на крючках. Это вот говорит, что здесь рыбы нет возле берега. Давай, 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 иди туда, а не вверх. О, пошел, пошел, пошел. Холодно на улице, замерзнете. Течение здесь возле берега небольшое. Оставляю в надежде все-таки на лучшее. Так. Самое хреновое то, что на улице холодно, и GoPro может выключиться в любую минуту. Так, сейчас проверяем 3-ю и уберем ее за пазуху. Немножко согреем. Будем по 2-3 палки, наверное, сейчас ставить.
Иначе можешь покати засыпать. Иначе счастья не видать. Так. Бутылька. Бутылька. Бутылька, бутылька. Что, есть, что нет? Что-то даже небольшое есть, типа маленького налимчика, что ли. Да. Был налим, нет налима. Кулома. Кулома налимчик. Заглотил и сдох. Собачий корм. Ясно. Все с вами. Собаке тоже кушать надо. Еще палочка готова. Ну. Гну. На этом месте у нас 100% по ходу глухозимья. Никогошеньки здесь нет. Даже живцы живые, даже один живой. Охренеть. Ясно все с вами. Так, выключаемся, убираем камеру за пазуху. Так, что-то нижний ряд нас не радует уловом, в отличие от верхнего. И это говорит только о том, что все-таки там, наверное, попалось в конце декабря. 18-го я проверил, там 19-го, может быть 20-го. Да нет, здесь что-то дергает даже. Здесь что-то даже дергает. Язь, наверное. Да, язечек. Язечек. И маленький налимчик даже. Так, язечка быстро цепляем. Налимчика кидаем в воду. Это живец. Это у нас живец. Ну вот, один язечек все-таки новогодний у нас клюнул. Ну, Янскадан. Потихоньку наскребем, да, Язентий? Вот еще одна палочка готова. По-быстрому проверяем. И потом уже будем насаживать. Там еще в конце пару палок есть. Но камеру за это время надо нагреть до пазухи обязательно. Так, один живец живой. Второй кулома. И что там? Маленький налимчик для живца. Не густо, не густо. Не знаю, как видимость. Была бы камера с зумом, конечно, посмотрели бы, приблизили Луну, там все бы было видно, эти пятна на Луне, все такое. Отличное полнолуние. Снизу звездочка горит. Ромка готовит лунки. Ну а мы продолжаем проверку. Мороз крепчает, где-то 30-ка, не меньше. У нас уже приготовлена одна лунка. Осталось немножко. Осталось чуть-чуть. Так, надеюсь, видно. Ну, как бы здесь тоже немножко другое место. Вдали от берега, но уже не на фарватере. Уже глубина здесь с каждым разом меньше и меньше. С каждой палки, вернее. И как бы налимы здесь у нас были. Посмотрим, будут ли они сегодня. Здесь точно нет ничего. Так, снимает, нет, интересно. Что-то на морозе начал уже подглючивать. Опа-на! Быстро, быстро проверяем. Быстро, быстро выключаем. Ух ты! Ух ты! Вот это уже мне нравится. Вот это Янскадан. Полторашечка, не меньше. Вот это уже красота. И вон взял на маленького налима. Даже не крупный, смотри. Но кило 800 может быть. И попал на мелкого налима. Каннибальчик. Молодца. Молодца. Он такой вот. Ну, значит, еще и после Нового года налим ловится. Вот такая вот красота. Значит, все не зря. Все, что не делается, все к лучшему. Еще +1. Все, прячем камеру. Быстренько, пока не замерзла. Так, мороз крепчает. Делаем все быстро. 2 последние палки.
Только-только Ромка отдолпил, уже замерзает. Так, сначала проверим, потом наживлять будем, потому что заряда может не хватить. Так, здесь у нас пусто. Живец живой. Второй вроде бы даже тоже живой. Если третий живой, кидаем сразу. Третий нет. Третий кулума. Ладно, разберемся потом. Так, там готово уже, нет? Нет еще? Ладно, тогда пока готовит Рома. Надеюсь, не успеет замерзнуть. Сейчас по-быстренькому тогда. Блин, еще и запуталось. Вот надо вот было запутаться. Сейчас примерзните к чертям собачьим. Вот ёшкин так вот. Обязательно вот надо было запутаться. Но кранты им. Кранты живцам. Сейчас окочурятся. Такой мороз сразу. Как так-то, блин. Так, ладно. Убираем. Блин, еще и прилип к ведру. Сейчас, подожди, уже насажу. Пока, чтобы засыпал. Уху, мороз, мороз. Не морозь меня. Не морозь меня. Ну иди вниз. Еще и живет. Так, все, пошел. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Так. Вон здесь глубины осталось чуть больше метра. Но рыба здесь есть. Рыбу мы еще здесь увидим. Вон, все. Даже метр, грубо говоря. Говорил же вам, когда я поднимал палки. Если бы мы подняли палки тогда все, то этого налима, этого язя мы бы уже не увидели. А так, может быть, еще все поменяется в лучшую сторону. Так, стоять. Все, последняя палка. Давай сюда, бабахни. Трофейный. Или щучку на вагоне. Ох, кто-то запутал все. Так. Опа, есть. Есть, Енскадан. И здесь есть. Все. Бабахнул. Крайне сработал Енскадан. Вот такой вот красавчик. Ох ты, смотри, какой жадный. На один крючок взял. И на второй. 100% был наш. Тоже полторашка, где-то не меньше. Тут, наверное, чуть больше, кило 800, а этот полторашка, наверное, примерно. Так. Где там ты? Где-то там. Заглотил по самой не балуй. До самого желудка. Опа. Америка и Европа. Так, ну и что, подводим итоги. Это вот такой вот красавец. На последнем крючке его напарник чуть толще, чуть больше. Немножко. Разница небольшая в длине, а что толще, вес уже на грамм 200-300 это. Два налима вот таких. Один налим здоровяк. И сколько тут? Раз, два, три, 4, 5. 5 или 6 язей. Ну, хариус это испортился собаке. Ну, нормально? Я считаю, нормально. Так что, все, что он делает, это все к лучшему. Это мой помощник, Роман Геннадьевич. Что бы я без него делал сегодня? Окалял бы немножко, конечно. Ну и рука у него счастливая. Потом, если сказать, это шуда. Шуда-морт. Счастливый, значит. Так что, Роман, без тебя больше ходить на рыбалку не буду. Каждый раз после смены будешь ходить со мной. Как-то вот так. Ну все. Сейчас вот так, наверное, лучше видно. Сейчас уже 100% все.
На улице 30-ка, не меньше. Заведем урагана, прогреем и с хорошим настроением, и с хорошим уловом. Если честно, я этого тоже не ожидал. Поедем домой. Завтра сделаем выходной. Завтра каждый день смысла нет проверять. Думал, что глухозимие. Нет, немножко еще рыба шевелится. И это радует. Теперь уже все. Точно. Всем спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. 2026 год. Первая проверка. Начало неплохое. Дай бог, чтобы и дальше так же было. Всем пока-пока.